Здравствуйте! Как всегда, по вторникам мы встречаемся с вами в студии Сибайского телевидения в программе «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость нашей студии – заведующий межрайонным филиалом Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Галина Геннадьевна Горбатко. Добрый вечер, Галина Геннадьевна. Здравствуйте. Тема такая, в общем-то, очень актуальная, тем более сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, поэтому, в общем-то, не случайно, что мы с вами встретились. И сразу хотелось бы узнать, какова статистика по Сибаю и вот по району, по Зауралью в отношении зараженных ВИЧ-инфекцией? Ну, вирус иммунодефицита человека, то есть это заболевание, которое медленно прогрессирует, но тем не менее прогрессирует, и поэтому вот наш центр, который образован в 2004 году впервые, да, филиал от города Уфы, статистику мы ведем, соответственно, с 2004 года, и если раньше по городу Сибай у нас было порядка 100-110 человек, да, то в настоящее время на филиале наблюдается 332 человека. Это, конечно, вместе с районами близлежащими, Баймакские, Хайбулинские, Зилаирские районы. То есть, по идее, все это показывает увеличение количества? Да, у нас идет рост ВИЧ-инфицированных людей, да, причем преимущественно идет рост за счет районов. Вот. И, к сожалению, то есть вот если, например, рассматривать ВИЧ-инфицированных по путям передачи, то есть если раньше были путь передачи парентеральный, это люди, которые вели асоциальный образ жизни, то есть употребляли наркотики, да, то есть алкоголь и так далее, вот, то сейчас это идет преобладание полового пути передачи, практически 62-68%, вот, и люди заражаются, ну, из благополучных семей, где никто не принимает наркотики, где случайные либо половые контакты, либо где-то пользуясь нестерильными материалами. Ну, вот давайте поговорим подробнее о методах передачи, да, этой инфекции. Существует их, в общем-то, несколько. То, что вы назвали, это посредством инвазивного принятия наркотиков, да, посредством зараженного шприца крови на шприце зараженной, посредством, вот что вы имеете в виду, когда говорите о нестерильных каких-то там приборах? Ну, вообще врачи-инфекционисты выделяют основные 4 пути передачи любой инфекции. Да? Вот. Парентеральный путь – это иглы, да, то есть это шприцы, это, ну вот когда я говорила о парентеральном пути, я имела в виду все-таки это употребление наркотиков, или же когда люди в домашних условиях начинают делать себе какие-то наколки, да, то есть пирсинги и так далее. То есть все-таки, ну, такой призыв к населению, чтобы обращались именно в медицинские учреждения, где проверено, стерилизуется любой инструментарий. Вот. Второй путь – это путь половой, да, то есть это, соответственно, как бы профилактика идет, это использование презервативов или, ну, как бы защищенный, да, любой секс. Вот. Третий путь – это бытовой, то есть тоже хотелось бы остановиться, коль уж мы затрагиваем такой вопрос, как ВИЧ-инфекция, чтобы люди помнили и знали, что бытовым путем ВИЧ-инфекция не передается. Вот. Не надо этих людей делать изгоями, то есть от того, что они работают с вами рядом, от того, что они рядом с вами живут, то есть никакого заражения не будет. Посредством рукопожатия, объятий, даже можете поцеловаться. Даже можно целоваться. Да, то есть бытовым путем не передается. Передается только через определенного количества крови. Вот, ну, я уже называла, какие пути. И еще один путь – это вертикальный путь, это путь передачи от мамочки к ребенку, да, во время беременности. Этот путь наиболее регулируемый медицинскими работниками. И, конечно, на этот путь мы стараемся наиболее воздействовать, но, к сожалению, да, то есть вот многое зависит еще и от самих мамочек, да, то есть если они во время беременности вовремя к нам обращаются, да, то есть если они не скрывают беременность, то практически в 100% случаях мы получаем абсолютно здорового ребенка.
С отрицательным да, результатом то есть анализа. ребенок будет здоровый с отрицательным результатом анализа, но для этого нужно, чтобы мама во время беременности, во время родов и затем ребятенок до месяца где-то получает определенную терапию. А дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, могут заразиться посредством грудного вскармливания? Да, конечно. То есть поэтому и ведется работа с мамами, то есть исключается грудное вскармливание. Вот эти детки на смесях растут. Вот. Но, по крайней мере, это позволяет получить здорового ребенка. То есть, в принципе, женщине, получившей такой, в общем-то, страшный диагноз, да, не стоит ставить крест на материнстве? Нет, и более того, у нас сейчас количество мамочек, которые мечтают и воплощают свою мечту в жизнь, увеличилось. То есть если раньше было по двое-три родов, да, в год, то сейчас уже у нас через филиал прошло только по Сибаю 38 родов. Вот, причем эти дети все практически сняты с учета. Вот. Единственное, конечно, с 2000 года у нас родился единственный ребенок ВИЧ-инфицированный, но вот опять же там мама мало того, что скрывала беременность, в родах не сказала, и еще целенаправленно кормила грудью, хотя она знала, что этого делать нельзя, но вот такой у нее был сознательный шаг, то есть на заражение своего ребенка. Галина Геннадьевна, вот, во-первых, давайте говорим, куда обращаться людям, да, чтобы успокоить себя, получить эти анализы, где можно сдать анализ, куда обращаться, по какому адресу, сколько это стоит и какие условия, является ли это анонимным или обязательно надо будет там паспорт предъявлять. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, любой человек может обратиться в наш филиал. Он расположен на улице Кирова, 34. Есть и телефон доверия 253-18, да, то есть можно позвонить предварительно. Вот. Любой человек, когда обращается к нам в филиал, его там встречают специалисты, причем специалисты у нас высококлассные. У нас есть и заслуженный врач Республики Башкортостан, и кандидат медицинских наук, и кандидат биологических наук. Практически все сотрудники с высшим образованием. Да? Вот. И человек, я думаю, должен без страха обращаться к нам в центр. Анонимность мы ему полностью гарантируем. Вот. Более того, у нас даже, допустим, если заражена жена, мы никогда мужу не сообщаем об этом. Да? Единственное, конечно, мы проводим беседу и говорим, что в данной ситуации лучше, если вы сами озвучите свой диагноз для предупреждения дальнейшее распространение данной инфекции. Вот. И когда человек к нам обращается, он может сдать анализ на ВИЧ-инфекцию абсолютно бесплатно, можно анонимно это сделать. Да? Вот. Единственное, конечно, мы стараемся человеку сразу провести дотестовое и послетестовое консультирование. Вот, когда врач-инфекционист или помощник эпидемиолога объясняют полностью человеку, какого результата он может ждать, обсуждают ту ситуацию, которая сложилась, чтобы человек уже ушел, когда от нас, знал, какой результат он получит и что с этим результатом потом делать. Потому что, чтобы на фоне шокового получения результата не было такое, что человек взял анализ, да, и со страхом убежал домой и сел с этим диагнозом, да, бояться дома. Да. Вот, то есть людей, которые, допустим, случайно укололись, то есть тоже такие бывают, ну, например, там при уборке каких-то территорий, да, то есть, ну, всякие ситуации бывают. Вот. Тоже так же к нам обращаются эти люди, мы делаем анализ на ВИЧ, то есть это абсолютно бесплатно. И всех абсолютно до года мы наблюдаем. То есть в 3, в 6, 9 и 12 месяцев повторно берутся анализы, и если они отрицательные, то мы снимаем с учета данного человека. Если же вдруг они положительные, то сразу как бы объясняем, что ИФА-анализ, который делается, допустим, у нас в лабораториях, это предварительный анализ. И все-таки, чтобы человека взять на диспансерное наблюдение, обязательно берется еще раз анализ. Он отправляется в клинико-диагностическую лабораторию города Уфы, делается иммуноблот, и вот только иммуноблот дает право назвать человека ВИЧ-инфицированным. Ну, хорошо, представим ситуацию, когда человек получил анализ, и он положительный. Дальше какая работа?
ведется с этим человеком вот со стороны вашего учреждения? И еще такой вопрос. Все-таки это очень большой стресс, это шок. Психологическая поддержка какая-то оказывается человеку? Работа психологов ведется? Да, конечно, у нас всегда в центрах существует такая работа, то есть это работа и по приверженности, да, то есть это когда любого пациента потом, когда он начинает принимать препараты, которые способствуют не прогрессированию ВИЧ-инфекции, чтобы человек принимал в определенное время, объясняется, для чего это нужно, да, вот, потому что если человек вовремя не будет принимать данные препараты или будет принимать их эпизодически, к сожалению, это приводит к формированию вирусов, которые очень устойчивы к терапии. И при вдруг случайном заражении последующего человека, да, то есть там уже терапия может оказаться неэффективной. Соответственно, как бы абсолютно все работники работают на то, чтобы приверженность у пациентов была очень высокая к препаратам. Вот. И человек, который получил, к сожалению, вот такой анализ, значит, с ним сразу начинает работать психотерапевт, работать терапевт, да, которые объясняют, что несмотря ни на что, да, то есть вы в любой момент можете прийти к нам с любыми вопросами, юридическими, там, правовыми, да, то есть по каким-то другим вопросам. Вот. Как правило, конечно, первую неделю человек испытывает шок и теряет интерес к жизни. Вот. Но где-то через недельку... Живет с этим как с приговором, да, наверное? Да, все-таки немножечко есть такое. Вот. Но, как у нас один психотерапевт говорил, вы знаете, это не рак. Рак – это вот месяц, 3 месяца, да, или 6 месяцев жизни, да, то есть как бы уже ограничено это. Самый большой ужас, допустим, это ДТП, да, мгновенно человек раз, и вот его жизнь прервалась. ВИЧ – это не приговор, то есть человек может спокойно заканчивать свои дела, он живет даже без терапии 10-11 лет, на терапии до 70-80 лет. То есть, по большому счету, если человек будет правильно принимать препараты, то жизнь продолжается. Это не есть приговор. Жизнь меняется, но она продолжается. Да, конечно. Вот. И, конечно, с такими людьми мы работаем, мы их постоянно вызываем на анализы, чтобы не пропустить тот момент, когда необходимо назначить вот эту высокоактивную антиретровирусную терапию. То есть человек приходит, сдает анализ на CD4, на вирусную нагрузку, да, то есть мы смотрим иммунный статус человека. И если он начинает падать, начинается терапия. Ну, в свое время СПИД, ВИЧ назвали чумой 20 века. Мы сейчас живем уже в 21 веке. Сохраняется ли это вот как эпидемия ВИЧ? Ну, конечно, сейчас немножко мировоззрение поменялось, и не хотелось бы чумой 20 века называть, потому что существует и терапия, да, которая позволяет с этой инфекцией уже познакомились долго, медики, да. получше. Вот. Но единственное, конечно, что везде тенденция такова, что уже перевалил порог эпидемии, уже называется пандемией. Вот. И, конечно, данная инфекция уже перешла порог какого-то одного медучреждения. Это проблема, в общем-то, всего человечества на всех уровнях. Вот. И несмотря на то, что уже много лет вместе работают и центральная больница, и Роспотребнадзор, да, то есть все уровни здравоохранения, но вот сейчас уже, например, в больших городах начали привлекать и общественные организации, меценатов, вот, потому что одним из направлений, как я уже говорила, желательно брать практически 100% всех ВИЧ-инфицированных на терапию. А это довольно дорогостоящая терапия, поэтому... Но человек, зараженный ВИЧ-инфекцией, он за свой счет продолжает поддерживать свое здоровье? Или какая-то государственная поддержка по части терапии оказывается? Нет, это полностью за счет государства, то есть существуют схемы терапии, вот, согласно которым инфекционист назначает, и человеку нужно просто раз в месяц прийти, получить эти препараты, и от него требуется единственное прием пунктуальный, да, приверженность, да, совершенно за жизнь, верно. за жизнь окружающих. Вот. По части ответственности, насколько я знаю, существует даже уголовное преследование людей, которые заразили, зная о своем диагнозе, сознательно заразили
ну, я не знаю, там, жену, кого там, близкого, друга, неважно. Что вот вы здесь можете сказать? Какая ответственность? Вы предупреждаете о ней? И что последует, если человек, зная, все-таки продолжает вот вести тот же социальные, беспорядочные половые связи, практиковать и прочее? Да, конечно, у нас все пациенты знают об ответственности, более того, они даже дают расписочку, что они обязуются никого никогда не заражать или перед, допустим, половым контактом обязательно предупреждать, что человек ВИЧ-инфицированный, да, то есть партнера своего. Но, к сожалению, люди... А если все... он не предупредил, но, ну, как сказать, он защитил половой акт, будет ли он преследоваться, такой человек? Он обязан предупреждать по закону это в любом случае. В любом случае. Вот. Другое дело, что у нас немножко другой менталитет у населения, когда люди, даже страх свой заражения, да, то есть вот то, что они заразились, они не выносят на ну, как бы на широкую аудиторию, вот, и предпочитают молча страдать, умирать, но ни в коем случае, то есть, чтобы никто рядышком не знал, что человек этот болен. Вот, конечно, ну вот, по моему мнению, что это неправильно, потому что если человек ну, должен нести ответственность за свои поступки, но тем не менее, вот, к сожалению, ну, это как вот вы сказали, зачастую жертвами этой инфекции становятся люди абсолютно случайно, не обязательно, ну, как бы... Не обязательно они шли там осознанно или, ну, все-таки все равно человек выбирает там беспорядочные половые связи или асоциальный образ жизни осознанно, поскольку есть вероятность заразиться даже в тату-салоне у недобросовестного мастера, то здесь, собственно, это случайно. А вот вы в беседе до программы с вами говорили о том, что вы ну, как бы патронируете, да, тех пациентов, которые получили положительный анализ, да. Вот из ваших историй все-таки сохраняются семьи или они распадаются? Вы знаете, есть и люди, которые сохраняют семьи. В общем-то, ну, как бы из статистики даже, ну, 20% семей распадается, 80% остаются. Вот. Более того, до тех пор, пока присутствует вот этот страх в семье заражения, да, когда они используют презервативы, да, то есть партнеры не заражаются. Вот. Но, к сожалению, у нас есть и такая статистика, когда года через 3-4 люди устают быть в напряжении дома, да, вот, и тогда, к сожалению, партнеры тоже могут заражаться. Вот бытует мнение, что от СПИД можно исцелиться, так ли это? Со СПИДом можно жить долго, можно сохранять работоспособность. Вот. К сожалению, случаев исцеления мы пока не видели, не фиксировали. Вот. Бывают случаи какие, то есть не исключена лабораторная ошибка, да? Когда вот только взяв, я вот почему в начале программы говорила, да, только иммуноблот дает право называть человека ВИЧ-инфицированным. ИФА может дать положительные определенные заболевания, допустим, системные заболевания, та же беременность может дать ложноположительный результат. И когда вот такие случаи проходят, они, к сожалению, так вот в населении, да, то есть вот он излечился, он не излечился, это была просто лабораторная ошибка. Давайте поговорим подробнее. То есть, насколько я знаю, да, все беременные в обязательном порядке сдают анализ на ВИЧ-инфекцию. Может быть ложноположительная реакция? Да, если ИФА ложноположительная, да, то есть если мы получаем ИФА положительное, мы повторно берем у беременной женщины кровь, то есть мы ее не пугаем, у нас есть свои там термины, да, которые мы потихонечку, только медработники знаем, да, вот, и повторно делается ИФА метод. Если он опять же дает положительный результат, мы отправляем эту кровь в УФУ, делается иммуноблот, и только если там идет положительный результат, мы сообщаем женщине, что результат был положительный. Вот. Я вот почему и говорю, что иногда бывает, то есть раньше, когда особенно лаборатории были разбросаны везде, то есть по деревням, да, и вот этот метод ИФА как скрининговый использовался, там были возможные варианты, да, то есть вот лаборант сообщал, да, у вас положительный, у вас ВИЧ, да, то есть люди неправильно это понимали, там, допустим, ехали куда-то в центры, да, крупные там города, Уфа, там Магнитогорск, там делался действительно метод иммуноблота, и человек выздоравливал. Да, выздоравливал в кавычках.
Галина Геннадьевна, как вы считаете, достаточно ли внимания в нашем обществе уделяется профилактике и борьбе со СПИДом? Ну, вы знаете, очень много программ, которые позволяют лечить ВИЧ-инфицированных, очень много программ именно в Башкирии. Вот. Но учитывая, что все-таки идет распространение инфекции, я думаю, что необходимо выделение дополнительно, конечно, и материальных средств, и усиление профилактики, да? То есть чтобы дети, молодое поколение не совершали ошибок старших, своих да, предшественников. Да, вот, тем более сейчас, вот, например, если возрастной аспект рассматривать, основная проблема от 20 до 30-40 лет, да, то есть вот контингент самых трудоспособных людей, которые наблюдаются у нас с ВИЧ-инфекцией. Вот, поэтому я думаю, что школы, высшие учреждения, да, то есть это тот контингент, на который нужно ориентироваться. Ну и вот, как я говорила, все-таки вот вертикальная передача – это то, над чем мы должны усиливать работу. А какая работа проводится конкретно вот вашим центром по части профилактики? Проводятся ли, не знаю, классные часы в школах, беседы со студентами? Все-таки это такая вот особая зона риска, да? И следом еще один вопрос. Если раньше, да, как мы уже с вами говорили, в основном это был спутник наркоманов, там, алкоголиков, да, ведущих асоциальный образ жизни, возрастной ценз поменялся? Есть ли среди, ну, допустим, в Сибае, среди носителей ВИЧ-инфекции люди старшего возраста? Ну, с последнего начну, да, то есть люди старшего возраста у нас, к сожалению, есть и люди молодого возраста, да, то есть, но, тем не менее, определенная статистика, да, то есть вот от 20 до 30, вот, все-таки это наиболее уязвимый контингент. Вот. Нашими специалистами, конечно, проводится просветительная работа, они выходят в школы, они читают лекции. Специалистами проводится анкетирование школьников, насколько они владеют, например, этими вопросами. Более того, 2 года подряд специалистами ГРАНО проводились диктанты в школах у старшеклассников, когда они записывали вкратце, как выглядит, да, то есть клиника болезней, куда и как надо обращаться, да, чтобы все-таки, когда дети писали, какая-то информация оставалась в голове, да. Вот. И, конечно, создаются и фильмы, и ролики, да. Вот, например, в нашем центре есть интересная вещь, которая, то есть вот вы же правильно говорили, что есть иногда отрицание, когда узнали свой диагноз. Вот. И мы завели такой вот внутри центра дневничок, когда больные пришли и написали, да, да нет у меня такого диагноза, да, то есть я вам не верю. Вот. И в конце, к сожалению, когда уже развивается терминальная стадия СПИД, и когда люди пишут для своих же больных, да, то есть для своих как бы коллег пострадавших, да, они пишут, что да, я тоже не верила, там не верил, да, но вот поверьте, что я была не права, не лечилась, да, вот, ну, то есть вот, не повторять моих ошибок. То есть это не наша как бы такая назидательная, да, такая лекция, а именно те же больные, те же от пациента к пациенту. Вот почему я и говорила, что сейчас и создаются клубы, да, то есть ВИЧ-инфицированных, сообщества, где они учат сами друг друга употреблять препараты так, чтобы не видели рядом сидящие, да, они учат скрывать свой диагноз, где надо его озвучивать, да, то есть помогают выживать в обществе. А есть ли эффект вот от этих классных часов по части, увеличивается ли количество обратившихся подростков, студентов после вот проведения таких бесед, количество тех, кто желает узнать вот свой результат? Да, мы видим ощутимый результат, то есть практически после каждой лекции люди приходят, говорят, что они хотели бы узнать свой статус. И более того, эти люди уже знают, что если они где-то случайно, да, то есть был какой-то контакт, они уже спокойно приходят к нам и анонимно в течение года раз в 3 месяца сдают эти анализы. Ну что ж, спасибо большое вам за беседу, очень такая познавательная. В преддверии Нового года ваши пожелания горожанам. Ну, что может пожелать медицинский работник? Ну, конечно, всем здоровья, и чтобы внимательно обращались со своим здоровьем. Несли ответственность. Да. Спасибо за беседу, друзья. Ну, а я прощаюсь с вами ровно на неделю. Мы снова встретимся с вами в студии Сибайского телевидения. Меня зовут Алина Полянская. Это программа «Крупным планом». Берегите себя.